каждым годом на улицах становится все больше машин. Дороги Камрата не составляют исключения. С увеличением потока транспортных средств становится опасно переходить дорогу на тех участках, где вблизи расположены школьные учреждения. Хотя на них есть дорожные знаки, которые о чем-то говорят, но этого мало. Эти обозначения необходимо еще и знать. Насколько информированы дети об опасностях при переходе через дорогу и о знаках дорожного движения, наша съемочная группа узнала, побывав в одном из таких школьных учреждений. У меня есть и велосипед, и ролики. То, что как кататься и как нужно на таких транспортах по дороге, по тротуарам ездить. Все знали хорошо правила, чтобы не было меньше ДТП, чтобы детей не выпускали на улицу на долгое время, чтобы за ними смотрели. Немного знаки узнала новые, как дорогу правильнее переходить. Я хотела сказать о том, что надо, когда кататься на велике, надо снять велик и так переходить пешеход. Потому что, когда ты будешь кататься на велике, ты можешь упасть и тебя может задавить машина. Ходить, когда в деревне, когда широкие дороги, нету зебры и знаков. Очень много узнала о знаках, как правильно переходить в тех местах, где нету светофора и зебры. Очень мне все понравилось. Почему нужно соблюдать правила дорожного движения, ребята уже знают. Но случиться при переходе улицы может всякое. Поэтому очень важно, чтобы взрослые рассказывали детям об этом и помогали ориентироваться им в любой сложной ситуации. Ребята знают определенные правила дорожного движения, но не до конца. Если вы заметили, у меня были некоторые вопросы такие с изюминкой, каверзные. То есть надо знать, как поступать в той или иной ситуации. Родители, конечно же, общаются с детьми, объясняют самые важные правила дорожного движения, но вот такие проблемные места, каверзные, не объясняют и не знают. Мы обращаем внимание, во-первых, вот на эти проблемки. Наши дети приходят из разных микрорайонов города Камрата, и им приходится волей или неволей переходить не один перекресток. Поэтому им необходимо знать правила дорожного движения, чтобы в первую очередь сохранить свою жизнь и свое здоровье. Правила дорожного движения необходимо знать и соблюдать для того, чтобы на дороге царил порядок, чтобы не было аварий, человеческих жертв и прочих происшествий. Взрослые это знают, но очень важно, чтобы знали это и дети. Ведь нередко именно дети попадают в различные ситуации на дорогах. Во многих случаях они являются жертвами дорожно-транспортных происшествий. Более того, мы объясняем им важность использовать рефлекторы, то есть фликеры, о чем мы сегодня говорили, чтобы ребенок был видим, то есть он был как светлячок на дороге, и уже правила, которые предназначены для велосипедистов, потому что во многих случаях ребята не знают правила дорожного движения, они выезжают на проезжую часть и там уже становятся жертвами ДТП. Правила дорожного движения появились, как только на дорогах показались первые автомобили. Знать их надо просто для того, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие. Ведь не секрет, что ежедневно в нашей стране происходят аварии. И случаются они из-за халатности водителей, по невнимательности пешеходов или из-за несоблюдения элементарных правил дорожного движения.